Всем привет! Начало весны, минус 32 мороза, и у нас начинается новое путешествие. Команда УХ, все знакомые лица. Едем на маленьком корыте, но попробовали впихнуть невпихуемые. Так что, ну-ка, Санек, давай, садись, попробуем, как это будет выглядеть. Батя Пия. Тебе придется, наверное, ноги сюда, вверх, нет? Не, нормально. О, здесь как нравится. О, и Николай будет держаться, да, в поручни, да? Нормально, давай. Все? Ну, блин, это корыто даже великовато получается для вас. Очень большое, очень. Сюда еще можно много чего положить. Ну, я тоже так думаю. Руки? Да, Все в руках держать можно. да, стяжные ремни. Ладно, что, пробуем. Все забито под завязку. Уезжаем на рыбалку. Не знаю, что получится, очень холодно, но попробуем. Поехали. Достаточно. С прибытием на наше Окуневое озеро. Выгружаемся, товарищи. Как по катушке, господа Мальцевы? Ставосбор? Мальцев уснул, блядь. Ему похеру, блядь. Дорога была, ну, трудная, но проходимая. Я уже шел 5 год. Каждый сотню килограмм в голом виде, но ты прямо туда видел? в одежде 120-130. Это 500, 600, 700 килограмм как минимум. Бедный ураган тащит, молодец. На, золото. Прибыли на наше озеро Окуневое. Обычно мы сюда приезжаем, конечно же, чуть позже, вернее по температуре. Календарный, да, март, ну в конце марта. Сейчас начало марта. Ну что, попробуем? Может быть, что-нибудь доклюнем. Сейчас мы это увидим. Николай уже в нетерпении. Сейчас будет буриться и будем ловить рыбу, да? Поехали. Сейчас А что ты молчишь? наш Николай волшебник достанет все то, что в нашем уникальном рыболовном ящике. Действительно он уникальный. Минус 30, даже ничего не замерзло, пока доехали. Изумрудного города, бля. Даже ножик не замерз. Это принц, вообще-то, это принц. Колбаса. Флоризель. ЧП. ИП, ЧП, блядь. ИП же гонен, все просто, да. 1000 рублей килограмм. Как бы у тебя такая цена? Для своих 1200. По блату. Да. По славной русской традиции за прибытие. Дорога долгая, дорога дальняя. Я не понимаю. Дорогу топтанули. Река-то? Это не река, это озеро. Это озеро далеко от Печоры. Это болотное озеро, и здесь должны быть болотные черные окуня. Ну такие. Кстати, не совсем-то и черные здесь, да, нормально. Они нормальные, светлые окуня. Так что здесь ключи бьют. Весной, конечно, здесь интереснее, когда уже снега нет. Но главное, вот верхний слой промерз, и снега здесь буквально пол сапога, и снизу лед. А то бывает пол сапога снега и сапог воды. А здесь вы снежные такие, господа. А песню знаешь?
Какую? Королева-снежная. А налей-ка, не робейка. По 20 грамм нам всем, пожалуйста. А вы что с рюкзаком, Николай А Сергеевич? там у меня лежит Парашют. А вдруг... лентяйка. Заветный парашют? Нет, потому что... Ой, не при камере будет сказано. Вертел я крутить ручным буром. 21 век, 2026 год. Мы пользуемся шуруповертами. Да. И пешком уже не ходим. И на лыжах не ходим. С помощью урагана вот Обленились. такую маленькую компанию здоровячков-боровичков, каждый не меньше соточки, мы привезли за один раз. И за это надо выпить, и никто не возражает, поверьте. Красота неописуемая. 26 минус. Где холодно? Ото всех пар идет, а солнышко греет. Ой, я вас умоляю, ребята. Лучше нету того света, когда яблоня Подходите, цветет. пожалуйста. О, Приглашаем вас. я уже рад, что мы приехали все-таки на это озеро. Ну и раз мы сюда приехали, я так думаю, хотя бы по одной рыбке мы поймаем. Совсем непросто. Совсем непросто. Без любви прожить. На тот большак, на перекресток уже не хочется Ой, теперь. всем Уже... здоровья, товарищи. Жизни, здоровья и мирного неба над головой. Ура, ура, ура. За скорую победу. Салям алейкум, здравия желаю. Аляса. Шехонинская колбаса. Да, ИП Шихонин. 8 видов колбасы, 1000 рублей за килограмм. Это не реклама. Это так, Но слово. сегодня. К слову. Но сегодня. Завтра маленькая, но по 3. Ну, охрененно вкусно. Так, друзья. Пару слов о шуруповертах, которыми мы пытаемся вскрыть это озеро. В общем, шуруповерт Демак. Ну, это не реклама, это получается даже антиреклама. Ну, как есть, так есть. Вот. Покупал прошлый год Демак весной. Ровно 1 год этому шуруповерту. Я не знаю, в чем причина, но прошел год. Аккумуляторы, в принципе, подзаряжал регулярно. Прошлый год в такую погоду, где-то минус 5, минус 10, он бурил около 70 лунок, такой средний лед. Здесь на реке почти под шнек лед, на озере вернее. Вот раз, два, три, 4, 5, 6. Это с помощью 2 батареек. Вот спрятал сейчас тепло. 2 лунки пробурил, все, он застывает. Поменял батарейку, достал из-за пазухи, пробурил 1 лунку, застывает, все, он больше не крутит. Опять поменял, опять крутит. В общем, в мороз эти аккумуляторы не крутят. Может быть, причина не шурики, может быть, в аккумуляторах. Но как есть, так есть. Взяли, конечно же, с собой ручной бур. Пробурили, вот получается, с десяток лунок. Николай там своим шуриком тоже. Коля, у тебя какой марки? Я не помню. Ну, короче, тоже ничего хорошего. В такой мороз, минус 26, аккумулятор нужно держать. Вот я сейчас оба аккумулятора убрал. С запасом попробую пробурить несколько лунок. И будем пробовать. Мальцеву уже закинули удочку. На блесну, на мормышку, Саш. На балансир. В общем, уже пробует. Пробурим запасами, тоже пойдем проверять. Аккумуляторы пусть пока греются. Все-таки самый лучший ледобур — это ручной. Какой бы ни был шурик, какой бы ни был электробур. Нет, электрик-то, как Урал-то бы у меня бурил, у меня там просто аккумулятор, пайка отпаялась. Он-то бурит, он капитально. Ну вот здесь вот шурики, аккумуляторы пока подводят. Вот сейчас сам вот вам покажу. Только что поменял аккумулятор из-за пазухи, добурил. И вон сразу же лунка замерзает.
в шахматном порядке разбуриваюсь. Будем искать окуня. Потому что здесь бывает, что на одной лунке окунь ловится хорошо, на другой уже нет. Надо его искать. Вот, смотрите. Бурит сустра. Вон, трехслойный лед. И все. И все. Нет, добурил. Одна лунка, в общем, за пазухи достаешь, одну лунку он бурит. Ну и на том спасибо. Ручную пришлось бы. Тут около метра льда, наверное. Лед толстяный. Лед трехслойный. В этом году зима у нас настоящая. Вот на следующую лунку уже навряд ли хватит. Так. Вон, видите, да, трехслойный лед. Все. Уже замерз. Вот одну еще. Максимум 2 лунки. Так что эти шурики работают только в теплую погоду. Работают неплохо, но мороз это ни о чем. Так что лед, правда, здесь около метра. Снимаем аккумулятор, кидаем за пазуху, греем для следующих лунок. Ну и пробуем. Не смотрите, несмотря на то, что солнце светит, здесь не жарко. Минус 25 градусов, 26-25. Так, ну что, толком даже не успели выпить за первые пробуренные лунки. Все сразу кинулись рыбачить. И что вы думаете? Николай уже обрывил за сколько? Уже 3. 3. 3 полосатика уже на месте. Кто на что рыбачит? На блесну? Санек? Сейчас тоже будет на блесну. Тоже будет на блесну. Антон Александрович? Я попробую на это. Ты дальше от лунки дайте уронишь. Ну, а я попробую на безмотылку. Как бы я любитель блесны, но если все на блесну, то я попробую на безмотылку. И сейчас мы посмотрим, как она работает. Не будем портить, попробуем на безмотылку. Ну, а дальше будет видно. Поехали. Камеры, конечно же, надолго не хватит с таким морозом. Леска сразу примерзает. Вон. Сейчас попробуем. Черная безмотылка. Подождал секунд 5. Опять дернул. Сейчас я вам покажу, что говорить-то. Вот такая вот черная безмотылка. С золотым. Гвоздишарик или как он называется. Сейчас попробуем. Блин, мороз сразу леску сковывает махом. Чем тяжелее блесна, тем лучше она. Сейчас, если буквально десяток забросов, поклевки не будет, обойду пробуренные лунки, вот 5-6 лунок, и поменяю блесну. Пусть даже леска будет толще, но окунь здесь с головой не дружит. Почему-то ему мормышка не нужна, но клюет. Почему? Иногда клюет. Но блесну он любит лучше. Так, пока мы тут страдаем херней, так сказать, Николай решил не мелочиться и поставить телевизоры, экранчики. Проверим. Рыба есть? Нет, рыба-то есть в этом водоеме. Двигается ли? Если рыба двигается и просто не хочет брать, то против этого телевизора у него шансов нет. Не хочет тонуть? Тонет. Тонет? Сейчас посмотрим, сработает ли
Экранчики. Что-то они тебе мелковато, да? Почему? Нет, нормально? Самое то, А ты на них ловил что-нибудь? конечно. Где там, в городе? На углями надо. Что за рыба? Окушки попадаются, да, сороган. Елец, да. Елец. Елец всему кондец. Ну, сейчас посмотрим, что ты здесь поймаешь. Посмотрим. Можно еще это самое. Ну да. Если гора не идет к Магомету, то Магомед пойдет к горе, блядь, сам. трофейного пока у нас только один Анатолий поймал, да? Да, вот трофейный, да, хуйня. Да. По-русски. Херня это по-русски названо. Смотри, заяц добежал до кустика, Да. понюхал и развернулся. Не пришелся он ему по вкусу. Тайги мало, да? Мало кустиков. Нет на одном озере попробовать, блин. Видишь, пошел там вдоль. Ну. Главное, до кустика понюхал, попробовал. Клев, я скажу, бешеный. Час по чайной ложке. Коля обещал. Коля сказал, Коля сделал. Вот видишь, сейчас экраны поставят, и можно просто сидеть и наслаждаться природой. Чай пить. Да. Ну, вот сегодня у нас Санек отличился, надергал полосатика, уха уже будет, да? Да, по-любому. Кто молодец? Мы! Так, ну, а у нас пока дела идут, не сказать, чтобы шикарно, но немножко тоже подергиваем. Даже иногда поклевывает. А ты на что, на блесну тоже, да, Саш? На блесну, да. На мою прошлогоднюю. Ну, самого крупного это Антон Александрович, да, поймал? Я. Вот он, смотри. Есть же. А, есть, да, экран? О, запутался. Уже один есть, блядь. Уже не зря. Николай берет хитростью. Я отсюда придет. Сколько, даже минут 10, да, прошло? Ну где-то так, да. Минут 10, один экран уже сработал. Получается, рыба есть, она просто не хочет есть. Это получается на дне, да, она? Ну да. Относительно. А я ее все выше. Но тут, по идее, камеру как-то... Надо камеру посмотреть, где она находится, рыба эта. Может, сегодня она на дне, а мы ее тут сверху ловим. Кстати, вон, смотрите, да, вон какая удочка у меня. Коми рыбак. От Михаила Пантелея подарок. Спасибо, Миша. Как видишь, удочка твоя работает. Блесны твои работают. Просто еще не время. Просто пока еще глухозимье, можно так сказать. Весной процесс тут идет интереснее. Когда вот этот снег весь растает, вот тогда будет здесь веселуха. Что, все 5 проверил уже? Нет. 4-ю? 4? В общем, прошло минут 15, как Коля установил экранчики, он проверяет. И второй окунь уже в 30-очку долбанул. На удочку пока размер чуть поменьше. Но берем всех, потому что сегодня будем варить уху. Изначально я хотел собрать их для живцов, но так как на улице минус 22 градуса, они у меня все замерзли. Ну и бог с ним. На этом озере щуки нет. Щука на втором озере, ну хрен его знает. Это только чисто теоретически. Она весной там есть, осенью она там тоже бывает. Есть она летом, но зимой почему-то она там не ловится. Не ловится ни щука, ни окунь. Вот 2,5, не 2, 4 километра, наверное, получается.
между двумя озерами. Вот они такие вот лесные озера. Это меньше, то больше. Раз в 5, наверное. Здесь окунь подледный ловится. Там рыба зимой не ловится от слова совсем. Кстати, вот я сел на ящик. Получается от дна сантиметров 30. И поймал 3 штуки. Обычно рыба здесь вот так вот. На метр, наверное. Где-то метр от дна. Сегодня почему-то она на дне. Погода прекрасная, ветра нет. Морозец, но он не чувствуется, потому что солнышко все-таки начинает немного пригревать уже. Да, Гена уже сходит с ума потихоньку. О, Коля тут рукой замахал, вытащил окушка. Вот добурился до того места, на том конце вот поклевки есть. А дальше буриться у нас уже не то чтобы нет сил, но сел, замерз шуруповерт. Батарейка замерзла. Насколько хватило тут? 2 аккумулятора. Вот на, грубо говоря, лунок 30, наверное, хватило. Придется крутить вручную. Блин, вот только стоит достать камеру, и все, поклевки прекратились. Ладно, убираем. GoPro стоп видео. Ну вот, боюсь сглазить, конечно, Янцкадан. Но или пришло время клёва, или подошла стайка, но пошли поклевки. Размер, конечно, не очень, но мужики сказали, что варить будем уху сегодня. И берем всех подряд. Вот этого мелкого окуня здесь километр. Просто когда он ловится, когда нет. Есть и покрупнее, но примерно 1 к 20. Ну, по крайней мере, вот раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Парочку кинул в ведро. На 10 окуней еще крупного не было. Все. Подряд, можно сказать, штук 5 вот вытащил. Включил камеру, все. Поклевки прекратились. Там у мужиков дела тоже идут потихоньку. Там они крупных немножко подергали. В конце. Чисто теоретически надо, получается, пробуриться подальше туда. Ну, посмотрим. Все. Так хорошо все начиналось. Ну-ка, чуть повыше. Обычно на этом озере рыба ловится на пол воды. Сегодня, не знаю почему, она практически на дне. Вот. От дна буквально сантиметров 20-30. Подергивает. Отлично, ты молодец. Хорошего. Крупного ни одного нет. Вот мелочевка только. Обычно на 10-15, хоть один крупный, а тут крупного пока нет. Там-то Санек, смотрю, покрупнее, да, подергал? Нет, там никто. Тоже мелочевка. Ну, мелочевка такая точно. Точно такая же. Этого мелкого здесь километр, а крупного, ну, или крупный поумнее, или что, не знаю, тоже ведь есть он, а что-то вот не хочет сегодня. Бывает, подойдут крупные, штук 5, ну, это по весне, правда, уже. Штук 5 бывает, одного за одним выдергиваешь. Хорошенькие такие, грамм по 250-300. Сегодня пока еще не было.
Не хотят, что-то не хотят. Ну, хоть мелочь поклевывает, и то приятно уже. Так, рыбалка рыбалкой. Ну, обед по расписанию, да? Сколько у нас время? 11:30. 11:30. В общем, поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Это сделать костер. Ну, для костра надо много дров. Мы решили сделать проще. Кто-то называет это финская свеча, кто-то еврейская, кто-то... Автономная. Для нас это будет коми-свеча. Обыкновенная чурочка. Тонковато, конечно, но что нашел, то нашел. Вот. Здесь сушнячок был. Валежина спилил, приготовил. Вот. Если не успеет закипеть уха, то придется еще одну вот запилить. Вот на крайняк вот 3 чурочки приготовил. И теперь мы... А котелок-то взяли хоть? Не знаю. Коля, котелок-то хоть взяли? А, взяли, конечно. А где он? Взяли. В общем, Анатолий Александрович тут рыбки уже нам почистил. На уху мы сегодня уже наловили. И теперь, Где? как говорится, Можно было бы и поставить. вот там. Воду можно набрать, да. Сейчас мы немножко, как говорится, бензинчика. Самый быстрый костер, не надо ничего заморачиваться. Вот так вот. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую, дорогие мои. старики. Мы еще вот так вот. Вот как-то вот так вот делается костер. Быстро, дешево и сердито. Свечка, свечечка, свеча, ты мила и горяча. Ну все. А теперь надо еще 2 тонкие веточки, чтобы так, ну, положить. Но в принципе можно и так. Кружка-то есть что воду набрать? Это, ну, в принципе, чистая, да? Я там карбюратор грею, когда, чтобы не примерзать. А? Вода? Ну, набирай там, подумаешь, немножко бензинчиком будет пахнуть. Не должно, в принципе. Вот. Сейчас это хозяйство у нас должно, по идее, загореться нормально. Вот в идеале, конечно, 2 палочки еще сюда, чтобы для циркуляции воздуха. Ну, посмотрим. Должно быть и так нормально. В общем, вот. Набрали мелочевки. Почистили и сейчас будем варить уху. Котелок. Котелок взяли. Как это? На рыбалке да без костра, да без ухи, да? Это просто... Кощунство. Да. Кощунство, это даже мало сказано, блядь, кощунство. Так. Мелковатая чурочка, да? Или пойдет? Пойдет. Если что, я могу вторую сделать такую же. 2, наверное, веселее будет, да? Давай вторую сейчас я забацаю. Или пока не надо? Пока не надо, наверное, да? Так, где кружка? А, мы сделаем вот так вот. Типа костра. Типа ноги вот так вот. Пусть будет тогда. А? Ветер не думал. Да? Сейчас я еще их напополам пропилю, чтобы коротенькие были. И обложу, и у нас будет мини-костер.
Я так думаю, для ухи нам хватит этих дров. Че, не загорелась свеча-то у нас? Или горит? Горит? Разгорится, да. Это тоже стоит, наверное, поставить. Мелкие пропилы сделал, наверное, надо было больше. Ну, вот так вот. Как-то вот так. Скоро будем ушицу с дымком, да? Ну да. Что, кипит? Нет, нет. Ничего, разгорится сейчас маком. В идеале, конечно, чурочка должна быть толще, но поблизости нашел только такую сушину. Ну чё, клюет, нет, Коль? Клюет? Это хорошо. А Как? запах дымка там еще не чувствуется? Как настроение? Отлично, ты че? Шикарное, да? Где еще, блядь? Где еще так, как называется? Побалдеешь. Отдохнешь. Нет, Ну это да. отдых. Это же... Рыбу можно и в ленте это купить, как да? называется? Релаксируешь. Накопление энергии. Ну да, ну да. Подзарядка организма. Потому что вот я езжу там по рекам разным там. Вот это вот набираешь и на зиму хватает. Ну да. А потом Согласен. еще весной, уже осенью, вернее, ранней весной. Вот видишь, как сейчас ранняя весна там. А дым-то до них дойдет. Ну да. Как раз в ту сторону. И сразу, как это называется, как в ручейке там, когда начинает таять, и рыба начинает там. Зато комаров не будет, да, Коль? Это мы отгоняем, а от вас, от комаров отгоняем. Ну что, Николай, как экраны? Есть приварок. О! 5 экранов, 2 окуня. Да. Один очень хороший, 40-шный, он даже в ячею не влез, только башкой запутался. А, есть крупный, да, получается? Ну, отлично. А у меня тут тоже вот мелочок, а пока вот уха варится. Нет, да поклевывает. Сегодня еще ни одного крупного не поймал. Иди там, Саня отловил одного качественного вообще. 40-очного. Еле в лунку пролез. Прям хороший прям. А то он и смотрю, только бурит туда, да? Нет, там клюет прям, хорошо клюет постоянно. Но мелочок. Ага. Хороший был. Ну, обычно тут на 10-15, ну, на 15-20 даже, можно сказать. Один крупный-то должен быть. Есть где-то ориентировочно. Так и есть. Самое большое, а подряд 5 или 6 крупных здесь. А? Вот такой. Да ладно. Ни хрена. Счастья нет границ, да? Веселится. Веселится и ликует весь народ. Не кипит еще? А что вы туда картошку не заебенили? А Антон Александрович сказал, пока пусть закипит, нет? Зачем? Может, воду отлить немного, нет? Да. Если картошку с морковкой хочешь еще туда. Воду надо отлить. Опа, есть. Мы тут еще, Николай, не на одну уху надергаем этой шалупени. А что, если их только чистить долго, их шкуру снимаешь, жаришь, они как и креветки получаются, блин. В тесте, ой, в муке обваливаешь без шкуры. Ну, можно заморочиться, если почистить еще и это чешую, то вообще шикарно со шкуркой будет. Великолепно. Только долго и муторно это.
Горит? Горит, вроде горит потихоньку. Это хорошо. Значит, скоро будет вкусняшка. Иди, Ген. Что, готово уже? Готово, готово. Я тебе говорю, что ты можешь даже не приходить. Ну, давай еще одного поймаю и все. Ну, блядь, Ген, ну, что она остывать будет? Потом поймаешь. Не, ну, или одного, или 5 раз подкину и все. Раз. Два. Вот вечно так вот. Только что вот он накидал сейчас. Нашел стайку и на обед зовут, блин. 3. И как закон подлости, действительно вот. 4. 5. 6. Пока никто не видит. 7. 8. 9. Не. Точно идти надо обедать. Вот всегда так. Как только скажешь, еще одного поймаю и пойду, и перестает клевать. Хотя только что вот десяток вот выдернул. Оп. Я же сказал, еще одного поймаю, и поймал. Да, размеры, конечно, не очень. Все, пошли. Пошли обедать. Уху кушать. Гена. Все, иду. Иду. Потихоньку, а пол-ведерочка-то накидали, наверное, да? Сейчас все соберем. Сейчас на экранчике еще Коля это пол-ведерочка вытащит. Сколько, пяток поймал на экрана? Не, больше. 4, да, на экрана? А экранов 5. Что надо? Одну. Ловись, рыбка, малая велика. Ты решил забацать костер? Так, что у нас тут интересного? Все интересно. Вкусно? Не. Без мата, пожалуйста. Даже видно даже. Дети смотрят. Видишь, что это? Смотри, отворачивается, чтобы никто не видел. Не маслочек. Что в переводе обозначает очень вкусно. Ну, давайте. Что, друзья, товарищи? Переводе это вкуснее не бывает. Когда-нибудь мы вспомним это. Та-да-та-да-та-да-та. Вот сюда на бумажку кладили все. Крупняк, да? Ну давайте. С икрой, что ли? Да. Весь? А вы же не будете тут, да? Нет, конечно. Выбор за вами. Сам, Ну что? Ну, за рыбалку. за уху. За ухуенную рыбалку. За уху. О, бля, интересно. Извини. Ческет, а в уху добавил этого напитка? Нет. Только в рот. А это? Уголек? Нет? Кушаем и со свежими силами продолжаем крупного окуня ловить, да? Искать. А ты что голову выкидываешь? Голова же вкусная. Я тебя оставлю в следующий раз. Ну, хорошо. Договорились. Так, ну что, вкусно пообедали, покушали ухи. Продолжаем рыбачить, но поклевки так себе. Поклевывает, но очень редко.
Он выдернул после обеда уже. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 окушков. И парочку закинул на жерлицы. Хочу попробовать на озере поставить жерлицы. Может, кто-то клюнет все-таки. Не на этом. Здесь щуки-то нет. А там, на другом озере, как бы щука должна быть. Все-таки попробуем. Может быть, что-нибудь. Чё, как? Никак? Там, смотрю, тоже рукой не машут. Чё, Коля, есть поклевки? Крупный, мелкий? Весной, в принципе, сейчас тоже весна, но в смысле, когда настоящая весна, дела здесь, на этом озере, идут веселее. По крайней мере, вот так вот эту мелочь, шалупень даже не берем во внимание, ищем крупного. Сейчас пока не очень. Сейчас по чайной ложке. Ну, потихоньку все равно. Где-то пол-ведерочка, может быть, чуть больше надергали уже. Так, Сашка пошел собирать урожай. Я сошла с ума. Что думаешь, влезет в ведро? Думаю, навряд ли. Качеством не знаю, но количеством достаточно, да? Ага. А, их можно почистить и пожарить так же, как шпроты будут. Как креветки. Угу. Ведерочко-то по-любому накидали. По крайней мере, в замороженном виде. В общем, такой расклад. Каждой лунки 1-2 окуня. Вот проходим старые лунки, я так думаю, солнце уже здесь не светит. На той стороне еще солнце есть. Там под солнышком немножко потеплее будет. Сейчас проверю еще эти пару лунок и, наверное, перед уходом попробуем еще в том конце озера. Там тоже бывали поклевки. Попробуем там еще. Надо бурить, надо искать. Только лед очень толстый. Ну вот, ведерочка уже полная. И что, говоришь, еще все не вошло? Нет. Еще столько будет, нет? Нет. Нет? Но еще не вечер. Угу. Это чья удочка, твоя? Это нет, это батон. Что-то поймал на это, нет? Не знаю. Толь, поймал, нет, что-нибудь на эту удочку на балансир? Там которая? Да. Да. Парочку поймал. Это мне лишили мои. Сказали, что вот тебе удочка и лови, пожалуйста. Ну и что, получше стало? Ну, как бы более Продуктивнее? продуктивно. Ага. Опа. Вот так вот, вот так вот. Вот такая вот шалупень в моей деревне каждый день. Поймал одного все-таки, да? Да, поймал он. Так, ну что? Не клевала, совсем перестала. Решили сматывать удочки. Ну, в принципе, немножко половили. Вот такой вот мясочек. Ну, как килограмм 15, наверное, есть. Вот. Мелочь, но приятно. И немножко живчика взяли еще. Попробуем на другом озере поставить жерлицы. Чем черт не шутит, а вдруг? Все. Спасибо, озеро, за рыбалку, за отлично проведенное время, за вкусную уху, за поклевки. Все было прекрасно. Да, Саныч? Да, отлично. Став збор?
Не массовый бур. Это где от этого бура? Это вот тот бур, там по пути будем. А его это от этого где? От этого, наверное, здесь. Все. А, вот он, вот. Все. Поехали домой. И, ну, до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.